Ожидание и реальность. Вместо сочного куска говядины на столе у уфимки оказались черви и опарыши. Женщина приобрела мясо в одной из торговых точек города. С ней пообщался наш корреспондент Радмир Азнабаев. Вот, видите, да? Мясо с мясом. Новое гастрономическое блюдо не входило в планы семейного ужина. Уфимка Ольга Юдина купила кусочек говядины в мясной лавке недалеко от дома. То, что легкое ей продали в накрепко запечатанной темной упаковке, ее не смутило. Однако уже дома, сделав небольшой надрез из сырого куска мяса, начали выползать опарыши. Кушайте, называется, на здоровье. Как они активно бегают. Я отнесла это обратно, мне тут же отдали деньги. Сказали, что такую печень принесли до меня, и все, и она убежала с пакетом куда-то. Сказали, что мы поставщикам сообщим, ну и все на этом. В эту лавку женщина решила зайти впервые. Обычно уфимка отоваривается на рынке. Сейчас витрины пусты, владельца торговой точки на месте нет, а продавец не скрывает. Протухшее мясо – дело привычное. Да, это просто мухи были на это. Так же бывает летом. То есть это частое явление, что-то? Ну, не частый, но маленький червячок, что там. Так бывает. Это просто там не смотрели, в деревне, наверное, резали как-то вот так, и мы тоже не смотрели. Ну, так бывает. Сами сотрудники магазина не знают, какие компании и фермы поставляют им товар. Продавец признается, иногда мясо привозят и частники. Соответственно, туши животных, которые попадают на прилавок, могут быть не проверены ветеринарной станцией. А о лабораторных исследованиях и речи быть не может. Я людям рекомендовал бы приобретать мясо в гарантированных точках, рынках и гипермаркетах. Они все под контролем ветеринарной службы. А вот эти магазинчики, которые как грибы растут сегодня в городе, магазины, может занести неклейменное мясо, какое-то некачественное мясо могут, но такое не исключено. Так как магазин вернул Ольге деньги, обращаться в надзорные ведомства женщина не стала. Однако стоило бы, говорят эксперты. По их словам, покупатели, которые, не подозревая ни о чем, приобретают такой товар к своему столу, рискуют в первую очередь своим здоровьем и здоровьем своих близких. Обычно в таких местах Роспотребнадзор проводит проверки по мере поступления жалоб. По подобные мясные лавки должны контролироваться, конечно же, и Россельхознадзором, который проводит проверки обычно раз в 2-3 года. Возможно, этот инцидент сподвигнет ведомство на подробную ревизию. Радмир Азнабаев, Вадим Исламов, Родион Матвеев и Артур Кабиров. Новости Уфа.